5 лет назад героями нашей передачи стала приемная семья Федоровых из села Хоточчо Хангаласского улуса. В то время в семье воспитывались 15-летний Вова, 17-летняя Саша и 7-летний Коля. Приемная мама Татьяна Ивановна вкладывала всю любовь и заботу в воспитание своих приемных детей. И вот спустя 5 лет мы отправились в гости к Федоровым, чтобы узнать, какие изменения произошли в жизни наших героев. Семья переехала в поселок Махсогаллах. Самый младший приемный сын, Коля, ученик 6 класса Махсогаллахской средней школы. В школе создан Центр образования цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста». В новой школе Коля увлекся математикой, обрел новых друзей, что, несомненно, положительно отразилось на его учебе и школьных успехах. Закончив учебу, Коля всегда спешит домой, где его ждет мама. Татьяна Ивановна – пенсионерка, и в свободное время она создает женские национальные украшения, с гордостью надевая их на праздничные мероприятия. Нам было интересно узнать, как живут старшие приемные дети семьи. Саша уже окончила медколледж акушерский, и там работала она при натальном центре акушер. Сейчас она в декрете сидит, уже 2-й ребенок уже замуж вышла. У нее муж тоже в медколледже учится сейчас, зуботехника. Вована моя в Уссурийском, где ВВК, военно-космической силы. Каждый день мы уже разговариваем по телефону, говорит, что все хорошо, все нормально, хорошо, отлично служит. Коля хочет стать военным, он в 7 классе хочет, чтобы учиться в кадетскую школу. Но я ему кадетскую школу, там все равно будет трудности, я рассказывала, но это, которые хорошие стороны тоже. А он все равно выбрал свою, оказывается, профессию, он хочет военным стать. Если хорошо учиться будет, он институт хочет. С большим интересом мы пообщались с Колей. Коля, когда мы с тобой встречались 5 лет назад, да, ты сказала, что ты больше всего любишь учиться, помнишь, да? Да. А сейчас что ты любишь делать? Сейчас я люблю там всякие кружки. А какие кружки? Баскетбол, бокс, физкультура там. Коля, а вот за эти 5 лет ты каких успехов достиг? Может, где-то успешно выступил, там первые места занял или призовые? Расскажи. Первые места, когда мы были в деревне, там читали стихи, и мы там заняли 1 место. Потом еще раз мы там играли на хомусе, тоже заняли 1 место. И когда у нас был там в марте ДГГ, там я рассказал стих и тоже занял 1 место. А что вы с мамой любите делать? И я помогаю ей, там иногда пирожки делать. Мы с ней делаем вместе уроки. Еще одно общее увлечение Коли и Татьяны Ивановны – игра на хомусе. Татьяна Ивановна полностью поддерживает интересы сына, приобретая инструменты у известных мастеров. Я учился играть на хомуте с 1 класса в селе Хоточчо. Меня там учила Раиса Давыдовна играть на хомусе. И потом, когда мне мама купила хомус, мы там ехали на соревнования и занимали там 1 или 2 места.
Татьяна Ивановна – приемная мама с огромным опытом и багажом знаний. Она окончила курсы профессиональной переподготовки по социальной педагогике. Главной жизненной целью для нее является благополучное будущее всех ее детей и внуков. О каком будущем своих детей мечтаете? Кем бы вы их всех хотели видеть? И родных, и приемных? Но чтобы они свои профессии выбрали, вот этим стали еще лучше работали. Но чтобы они здоровы были и хорошо жили. И внуки тоже. Самой большой наградой для любой мамы, а тем более приемной, является жизнь ее детей, их успешное развитие. Нам радостно видеть, что дети Татьяны Ивановны оправдывают ее надежды и устремления. Вот как отдел опеки сопровождает приемные семьи? Ну, сопровождение, да, у нас приемных семей предполагает оказание уполномоченными органами, да, организациями профессиональной, консультативной, педагогической, психологической, медицинской, юридической помощи, действующей на основании законодательства Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Республики Саха-Якутия. Если, конечно, у нас выявляются такие проблемные моменты, да, в приемных семьях, то мы в таком случае выступаем как координирующий орган, потому что мы курируем данные семьи. И мы первоначальную вот консультацию, да, полную, они берут у нас. Мы оказываем им первоначальную, потом уже направляем по этим структурным подразделениям, соответствующие службы направляем, чтобы они уже проблемы решили. На ваш взгляд, в чем причина социального сиротства? Я считаю, что, в принципе, мы считаем, да, что должно быть больше ресурсных центров. Служб сопровождения, например, да, службы круглосуточного сопровождения детей, семей и их родителей, находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации. И, конечно, необходимо развивать профилактику по республике, ну и по всей России, потому что мы же видим картину, да, какая она по всей России. И нужно развивать профилактику безнадзорности несовершеннолетних. Это уже надо в начальной стадии все это предусмотреть, чтобы потом у нас вот таких детей не было больше. В принципе, так. Знакомьтесь, братья Миша и Коля и их сестренки Маша, Настя и Сашенька. Большая дружная семья наших замечательных детей прибыла к нам в детский дом недавно, летом, в июне. Начнем со старшего. Его зовут Миша. Это самый старший брат, он опора всех этих детей. Дальше у нас идет средний брат Коля, мастер на все руки. Вот у нас недавно привезли мебель. И Коля своими руками собрал 14 шкафов. Что Коля, что Миша, это вот такие настоящие старшие братья. Младшие девчонки всегда могут обратиться за помощью. Дальше у нас идет Машенька. Она у нас любит рисовать, петь, танцевать. Вот недавно она показывала моду. Настенька и Сашенька – это вообще две наших любимицы нашего центра. Они очень ласковые, талантливые, везде участвуют. Вообще это такая дружная семья, они все как один. Любимое увлечение братьев – рыбалка. Ну, какую самую большую рыбу вы поймали? Я на удочку. Щуку. У сестренок есть как общие увлечения, так и свои интересы. Я с детства занимаюсь боксом, с 4 лет. Я люблю со своими младшими сестрами играть. И еще я хочу стать, когда вырасту, военным. Настя, расскажи мне, что ты любишь делать? Я люблю рисовать. Я любила новогодний ешь. Там живут яшалбубы.
Я люблю рисовать. И когда я хочу вырасти, я хочу стать поваром. Наши братья нас подкидывают на руках наверх. И мы любим заниматься в спортзале. Спортзал – любимое место детей. Здесь они занимаются под руководством преподавателя и с огромным желанием учатся играть в теннис, дартс, занимаются на тренажерах. С огромным интересом дети посещают занятия в кружке «Радужная мозаика», где они овладевают разными техниками – росписи по стеклу, валяние и рисование 3D ручкой. Всему этому их учит педагог дополнительного образования Софья Елизаровна Ефремова. Мальчики очень любят заниматься 3D-ручкой. Мы готовили для выставки вот такие поделки. Мы взяли вот рога оленя, и дети сами тоже сперва делаем эскиз, потом уже делаем. И еще сделали наши дети вот украшения, тоже рога оленя. Из рога коровы делает разные сувениры. Например, это якутская девушка. Миша, Коля, Маша, Настя и Сашенька – дружные и сплоченные дети. Все, за что они берутся, они делают вместе, проявляя интерес ко всем занятиям. Мы очень надеемся, что для Миши, Коли, Маши, Насти и Сашеньки найдутся те, кто сможет принять их в свою семью.